Коронавирус. За сутки в России зарегистрировано 57 новых больных. Общее число заболевших выросло до 500, 22 выздоровели, порядка 93 тысяч остаются под наблюдением врачей. Проник вирус и в Чечню, официально один зараженный, еще несколько под подозрением. В Ингушетии, по словам специалистов, случаев заражения пока нет. Население просит по возможности не нарушать режим самоизоляции. Дана Плиева подробнее. В нашем регионе угрозы заболевания пандемии пока нет. Все учебные заведения уже вторую неделю закрыты на карантин. Отменены и массовые мероприятия. Такие меры борьбы с вирусом, как показывает и практика других стран, эффективны. Все лица, которые прибыли на территорию Республики Ингушетия с Европы, ближнее зарубежье, дальнее зарубежье, находятся под наблюдением медработников. Наблюдаются они в течение 14 дней. Этот режим называется самоизоляцией, то есть наблюдаемый находится дома, ограничив все возможные контакты с родственниками, со знакомыми, не покидает, естественно, свой дом для того, чтобы исключить возможные контакты. За теми, кто находится в добровольной самоизоляции, врачи ежедневно ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно фиксируют температуру. Об этом с нами по телефону поговорил один из изолированных. В течение недели постоянно они находятся со мной в контакте, в телефоне. Звонят, спрашивают и фиксируют состояние, температуру. Симптомов болезни я не испытываю. Температура в норме, другие сопутствующие симптомы отсутствуют. При телефонном разговоре молодой человек поделился, что причиной изоляции стала командировка в Казань. В рейсе находился гражданин Франции, который контактировал с зараженными. После приезда с ним тут же связались работники Роспотребнадзора и сообщили о двухнедельной изоляции дома. С момента моего прилета в республику я для себя принял решение, что 2 недели буду максимально еще изолироваться от общества. Все-таки нужно подходить к этому осознанно. Как я отметил, в первую очередь, это здоровье жителей нашей республики, наших родных, близких, друзей. Во время карантина необходимо чаще мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком перед приемом пищи, контактом с ртом, глазами, носом и после посещения уборной. Необходимые правила профилактики любой россиянин может найти и на сайте Роспотребнадзора страны. Впрочем, соблюдать такую личную гигиену желательно всегда, и тогда, по мнению жителей региона, такие нехитрые меры помогут обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Как Всевышний сделает, так и будет. Если суждено, заболеем. Не суждено, будем здоровы. На 10-й сутки врачи также берут отбор материала для исследования на вирус. По истечении 2 недель пациент, получивший медицинское заключение об отмене угрозы коронавируса, может в свободной форме выйти из зоны карантина. Есть такое понятие, как инкубационный период. Для коронавирусной инфекции он тоже существует, это 2 недели. Именно поэтому 2 недели эти лица и наблюдаются, потому что заболевание может проявиться в течение этих 2 недель. Вот о чем мы говорим. Это период самоизоляции называется. А в том случае, если симптомы заболевания будут выявлены или если будет положительный результат обследования биологического материала, то в этом случае, конечно, пациент будет помещаться в медицинское учреждение. Выходить из домашней изоляции строго запрещается. Для официально оформленных работников государство подготовило специальные условия оплаты больничного, а также его оформления. Нужно просто написать заявление в электронном виде в личном кабинете Фонда социального страхования. Он может, если у него нет доступа к личному кабинету, любой человек, у которого есть доступ к личному кабинету, может за этого гражданина по доверенности написать это заявление, подать заявление в электронном виде. Определенного симптома для выявления коронавируса нет. Если у вас поднялась температура, затрудненное дыхание, нужно немедленно обратиться за медпомощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации. В особую категорию граждан входят люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, которым нужно быть более осторожными. Пожалуйста, оставайтесь дома, не выходите.
Сократите контакты до минимума. Для этого сделано все. Даны дополнительные средства. Обеспечено там, добровольцами Российского народного фронта доставка продуктов и забота о тех, кто будет. Вот, и это готовилось заранее. И мы понимаем, что на каждом этапе развития ситуации будут адекватные этому этапу меры. Сегодня мера вот такая. На заседании штаба у председателя правительства это было мое предложение, как можно скорее ужесточить штраф. Оно реализовано, поддержано, и я думаю, что в ближайшие дни будет реализовано в поручении. На сегодняшний день большое количество заражений зафиксировано в Иране, а также Италии, Франции, Германии, Швеции и других европейских странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру заразилось порядка 330 тысяч человек. Потому самый эффективный способ защититься от опасной пандемии – соблюдать карантин после поездки в другие страны или по России. На территории Ингушетии также заработала круглосуточная горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции, где специалисты разъяснят, как действовать при первых признаках недомогания. Телефон горячей линии 8-928 099 05 45. Дана Плиева, Джамалил Тамасханов, Новости 24.